утро. Раннее утро. Где-то дятел стучит, ага. Сейчас только тетерева тут атаковали. Это сейчас их уже не слыхать. Это 7 час, да? 7. Я уже 1,5 часа еду. Мне еще километров 65 до реки Амга осталось. Успею проскочить, нет? В это время года надо, до 11-12. А потом оттайка идет. И гуську, гуську снег забивается, и очень трудно ехать. Получается. Вот так вот. Вот и здесь вот мы сюда поставили. В январе поставили петлю. На этот раз у меня с собой камера есть. Так что засниму. И вот летел волк. Вот сейчас оттайка идет, да? Очень интенсивная оттайка снега идет. И тут уже не определишь, когда он сюда попал. Вот, как видите, петля. В петлю попал волк. Давно он, по-моему. В тот раз, да, вот тем рейсом я эту петлю проскочил. Здесь заметено было. Я вниз шел по той стороне, что-то проехал. Здесь тоже развернуться ума не хватило. Может, и в тот раз он влетел. Ну вот тропа еще была. Вот. Но тут их очень много проходило, ага, волков. Но эти 9 волков, которые с ручей приходят, проходили. И вот по их следам, видать, вот этот и пошел. Одиночка. Не сильно большой. Самочка может. Просто никаких следов не видать. Нет, ну тут мне уже не определено, когда он попался. Может, я в марте заскакивал, да? Проверкой в эту сторону. Тогда эту петлю я не смотрел. Так вот. Волк. Так-то ребята недавно вниз на рыбалку ездили и сказали, что волчьих следов вообще не видать по речке. Ну, как раз в это время и задувало, и снежок был. Но, скорее всего, я их тут очень хорошо вырезал. Подорвал, как говорится, их численность. Вот это тропа. Ну, скорее всего, со стороны речки поднялся, да, получается? Ну да, со стороны речки, видать, поднял. Ну и опять же там заметает. Вот так вот. Интересно, блин. В прошлом году, да. В прошлом году вон там вот. Где-то метров 50 этой речки там вверху. Тоже попался один. Петель. Вот это вот как излученная речки получается. А? Вот с этого, вот с этой стороны, с этого мыса, вон туда прямо. Ну вот, на той стороне, ну, к той сопке ближе становится. Может, поэтому любят это место. Так-то, в принципе, что не волки это, тут следы все равно оставляются. Интересно. Ну, видать, какая-то это переход, не переход. Типа этого места, как кажется. Вот так вот. Вот была выставлена петля тут. И вот он, самец тоже. Ладно. Поехали дальше.
Вот. Вот. Капканы вытаяли. Лед обвалился. А нет. Или обвалился, или с этой стороны задуло. Нет, обвалился. Еще придать и придуло. Видать и придуло маленько. Вот петля. Петли я что-то не вижу. Упала, что ли? Да, упала, скорее всего. И там наверху еще одна петля у меня стоит. Сходите, есть нет? Вот. На открытом месте. Сюда же днем как раз солнышко в самом зените с этой стороны светит. И вот их и вытаивают капканы. Сейчас только собираем только. Так вот. Аскроменты волк. Аскроменты, как мы видим, все в шерсти. Это означает, что это не больно-то хорошо питаются эти волки. Вот там вот у меня в тот раз сидел волк. Камеры не было. Да, этот сахатый, ну, сахатенок, этот, которого они задавили, валяется внизу. А эти вот. А здесь были подходы протоптаны. Видишь, как далеко поставил. Рядом ставить там вороны вылетают. Ну и подходить начинает, когда к приводе. Он это побаивается. Он это сразу начинает исследовать. И чуть подальше вот так вот от привода. И от задраки чуть подальше ставить лучше. Вот эта вот петля там стояла, она ее оторвал. Вот эту палку, за эту палку была привязана она. Ну, засохшее дерево стояло, за нее привязал, но видите, всю кору ободрал с нее. Вот палка, за которой была петля привязана. Ну, следы зубов его, он там, по-моему, оторвался с нее. А одну петлю там сейчас снял. Вот тут тоже стояла петля. Я снял. Ну, туда же этот мой одноногий подевался, который в тот раз с капкана лапу вырвал, убежал. Он должен был сюда прийти. У меня тут несколько петель стоит. Еще. Может, до них дошел. Или где-то в лесу они, может быть, незамеченные мною наваляли этих зебрей или дикарей. Может, к ним пошел, на те задранки пошел. Но сюда во всяком случае не пошел. Самец из парочки, который палку грыз. Дергался сильно. Здоровый тоже был. Не мелкий. Ладно. Все уже. Сезон кончился. Охоту на волков с самоловыми. Ну, сейчас собирать будем. Там тоже вверху все собрал. Сейчас дам, где тут километров 20 осталось. Ну да, 20 где-то примерно осталось. Оттуда у меня еще 5 или 7. Ну, где-то 5 или 6 петель. Ладно.
Это наш эксперимент что-то не сработал. Всю зиму. С октября месяц отстояла и ничего не полезло. Добре, доктор. Туахара вара такие реки диванны. Не зашли. Но они попросту, наверное, до сюда не доходили. Тут за зиму 7 волков было. 5 я взял после Нового года. Так что до него они не добежали. Так что эксперимент можно считать провалившимся. На следующий год что-нибудь тоже туда накидаю. Все равно это должно сработать. Если волк голодный, на приваду же ловят. Это и есть привада. На следующий год тоже сюда какие-нибудь кости, там шкуру или что-нибудь такое свезу. Тоже положу. Посмотрим. Так-то птички летали. Эти склевали. Вон весь скелет склевали, а оленят. Ну, сейчас только медведю останется. На петли, как и видите, поснимал. Вот. Повыше. Ну, чтоб ни на кого не сработал. Покидал. Так что это тоже не попадется в нее. Медведь пройдет, вытащит, съест. Эти шкуры до голова. Там, ну, 1/5 это мясо уж точно есть. Это так. Вот тут они зимой задавили зубря. Я сейчас попинал, походил. Головы не нашел. Ну, не сильно большой зубр, наверное. Скорее всего, они скрумкали вместе с черепом. Не эти. Вот у мелких, у диких оленей съедают полностью череп. Ну, видать, мозги им нравятся тоже. Разгрызают полностью. Там только это вот челюсти, да. Верхние челюсти. Иногда только остаются. Ну, вот капкан, да. Вот так вот делать лучше. Вот. На красу. Вот она. Вот она. Как она? Стрелка. 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 Ну и там. Крючок у меня. Крючок. Вот так. Метр. Ну, почти 1,5. Да нет, даже 2 до 2. Мне еще до 2 метра. Ну вот 4 метра. С таким потаском, вот по таким кустам он далеко не уходит. Даже если вот выйдет на это, ну хоть за маленькие, за кусты, там, за неровности почвы, за кочки, все цепляется и далеко не уходит. Где-то, ну, уже 3-й год так променяю, и после этого маленько даже жиреть начал. А то весной в это время обычно худой бывает, на лыжах набегаешься, а так уже далеко не уходит. По моему опыту, и в наших условиях волк сидит на капкане, ну, 10 дней, ну, дней 10, 2 недели. И за это время, сколько я их вот на такие потаски ловил, ну, метров 300, 200, 300, 500 иногда уходит, в зависимости от условий, как говорится, от места. Как им приходится тащить вот такой вот потаск. Но опять же, вот один волк у меня нынче ушел, что, видать, на ровном месте, да, ну, мыс был чистый, за дерево зацепился, и пока крутился, видать, вот эти вот железяки зацепились за капкан. На одном месте закрутил он ее, но потом я этот капкан находил. Ну, они вот так вот капканы привязали
Ну, полностью обмотались на капкан. И ушел. Ну, правда, недалеко. Через километра 3, наверное, ушел от места, где попался. Ну и там, пока я проехал, ну, почти месяц, больше месяца меня не было. Вот, отгрыз лапу, да ушел. Ну, съел лапу полностью. Даже на капкане ничего не оставил. Но видно, что это долго сидел. Вышел на буранку, аж шатался, едел, шел. Так вот. В тот раз тем рейсом у меня тут на петлю волк попадался. Сейчас пойдем посмотрим, где он это сидел. Ну вот, считаю, до зебря мало что оставили. Но все равно они... Запах-то стоит. Даже сейчас чувствую. Чем это? Вот волки, оказывается, пахнут, ну, вот этим вот мертвечиной. Ну, вот этим запахом, который неприятный, когда обдирал. Вот вонючие они. Думаю, их-то вот обычно на этих ловишь. Ну вот, на задранках. Тут запах стоит тоже. Хороший запах. В смысле, густой. Ну вот мы отошли от того места, где лежит задранок зебря метров на 10. И вот на этом месте волк у меня и попался. Да. Привязана петля была вот за эту палку. Ну, за это деревце. Вот. Елочка. Вот, следы зубов. И как бился. Ну, тут не сильно много бился. Просто вот рядом были мелкие елочки, да? Видать, за них, за это зацепился, затянулся. И недолго сидел тут. Помер. Вот здесь. Пока бился, пообрывал тоже. Терся. Ну вот кровь капала. Вот метров 10 от того места, где задранок. Так-то, в принципе, вот насрал сколько. Вот он не очень плохо кормился, судя по экскременту. Шерсти мало на экскрементах. Ну, бог волгу, большой самец. Других подходов после него нету. Вроде бы. Ну, сейчас снег очень интенсивно тает. Ну, в тот раз я сюда снимать пошел, а камера-то новая. Не включил. Что-то болтал, тут рассказывал. Потом пошел обратно. На речке-то заснялся. Домой приезжаю, смотрю, не снято. Так вот. Ну, как раз у меня тут на руке ранка. Там смолка. Замазать надо. Ранка. Очень хорошо помогает это живиться. И на носу тоже. Вчера веткой ударил. Так вот, ну ладно, поехали дальше. Снимаем настороженные ловушки. Ну тут у меня там рядом еще 2 петли стояло, я их поснимал. Вот видишь, чуть подальше ставить надо от места этого, как его. Но он подходить начинает к приводе. Ну и туда, видать, смотрит, на приводу, и на задранок, видать, смотрит и не замечает петлю под носом. Вот задранок. Я думаю, ну, косвенное доказательство того, что к задранку, да, ну, который уже
лежит, который уже съели волки, почти полностью объели, ушли. Все равно другие волки проходят. Тут у нас это, видите, вот 4 экскремента, да? И из них вот 3 экскремента по составу почти одинаковые. А вот этот вот белый. Почему он белый? Это значит, что он кости грызет. Там, ну, белый, это кальция много, что ли. Ну, короче, костями питается. Объедки за ними добирает. Это не из стаи волк, а вот проходящий, который, ну, за волками, за стаями бегает и ворует у них. Вот этого волка. Ну, вот такой вот, например, волк на мой экспериментальный мог залететь. Или в ту же волчью яму упасть. Как тот раз рассказывал. Видите? Вот так вот. Экскремент одинаковый, а вот один совсем другой. Вот, белый. Это значит другой. Чужой волк приходил. Не из той стаи, которая вот эту зебра задавила. Вот. Костями питается, что у него селенок-то нет. Здоровье где-то потерял. Вот. Ходит вот так вот за их следами. Ну а тот, который там поймался, с этой стаи был. Другой волк. По-любому. Я даже его отбирал. Самец. Так что если задранка нашел, то обрабатывать его надо полностью. И при возможности держать орудие лова до конца. Этот. Когда только задавили меня, то тут не было. Потом только нашел. Одного все равно взял с этого задранка. С волками как? Насколько я могу судить, мое субъективное мнение, как говорится. Если вот 2 одиночки сойдутся, это уже стая, новая другая стая. Ну ладно, это большая стая-то она прометная. Ее можно достать, перебить. А вот эти вот, ну, успокоишься, на год уже оставишь, охотиться на них на пару лет. Через пару-3 года уже такая же большая сильная стая будет. У них, я не знаю, этих стаях-то, ну, лет через 3-4 стая, которая, ну, все выгребала, короче, может полностью восстановиться такая же. Так что до конца все далеко. Хотя тут сколько я проехал, волк-одиночка там по Сулгулура внизу была, километров 40 отсюда. Не очень-то большие следы, скорее всего самочка. Но самца-то одного я там взял этим рейсом. Ну, может, его на самочка. Одна там бегает. Так вот. Кополуха. Зимой тоже видел ее. Сфотографируем. А еще какую-нибудь позу займи. Красотка. Вот, метров 25. Ну-ка. Голову как-то повернула по-другому. Фотография на память.
селфи не получится. Селфи не даже сделать, да? Гордая больно красотка. Все, хватит, наверное, да? Ну давай. Не сияйся. Высиживай. О, блин, куда убрал. О, все, полетел. Правильно. Мало еще в бошку сбрыдет, да? Но в это время года что и стрелять-то. Тем более одна. Она здесь местная. Может, кого родит. Вот оленей тут много. Таких оленей. Прошлой весной не было. А прошлой весной тут и волки шарились. А нынче, видишь, вообще нету следов на этой стороне. В прошлом году с этого ручья 2 брала. А нынче вообще следов нет. И зимой забредали вот эти вот 4-ка-то заполошные. А так нынче нету их. Бы олень попался заснять. Остался один волк. Где-то, ну да, километров 80, наверное, отсюда. Если по дороге, а так по прямой. Километров 40-50. Один волк остался. Недавние следы были. Подтаявшие так следы. И все. Больше волков не осталось на этой округе. Можно сказать. Ну, после Нового года считал, их было 7 штук. Из этих 7 я вот 5 взял, вот один без ноги ушел. И вот та, которая одна осталась, и на след дала вот этот вот один. И все. Можно сказать, победил их я их тут. Ну, северята тут изюбря есть, сахатийные следы были по дороге. А сейчас-то вот это вот нас, они и стоят сейчас. Где-нибудь приткнулись, наверное. На маленьком месте стоят. Много не ходят. Так вот.